Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чье сердце вы украли? Давайте посмотрим, кто в вас влюблен. И если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, ни о ком другом думать не надо. Песочек все покажет сам. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Потому что сейчас не скрыто то, чем слышите, вы знаете. Ничего себе, какой вы привлекательный цветочек. Здесь вот прям вас показали таким шикарным цветочком. Очень много пчелок вокруг и бабочек вас летают. Смотрите, и здесь, и здесь, и там. Ой, ну прям всех приманили к себе. Вы очень изменились, вы очень расцвели. И при этом у вас еще такая генетика, да, желанной женщины. Мы не говорим о каких-то внешних данных, мы говорим о генетике. Вы из рода привлекательных энергетически и внешне, и по характеру, и по сути, да, женщин. Скорее всего, и мамочка ваша была очень привлекательная, много мужичков вокруг нее крутилось в разные периоды жизни. И бабушка, и тетушки, и прабабушки. Да, генетика очень славная у вас идет. Это, еще раз говорю, не только про внешнее, это еще и про энергетику. Ваша энергетика для мужчин, она как мед. Вот, она сводит их с ума. Вы всегда нравились мужчинам. Нравились, нравитесь и будете нравиться. И не важно, как вы выглядите, и не важно, сколько вам лет. Замужем вы, либо свободны, не важно. Вы нравитесь мужчинам. Для мужчин вы мед. Ваша энергетика – это мед. И, конечно, вот эти все бабочки, пчелки, да, они всегда будут около вас кружить. Но на фоне вот выделяется особенно одна бабочка, назовем ее бабочка, его бабочкой. Не знаю, как бабочка в мужском роде, кто знает, напишите в комментариях. По-моему, бабочка, по-моему, не меняется. Хотя могу и ошибаться, я еще тот знаток, лингвист. Смотрите, вот этот человек, он знакомый человек. Это не какой-то посторонний, это не какой-то тайный, это знакомый человек, с кем вы общаетесь. У вас есть с этим человеком общение. Мало того, вы к этому человеку очень хорошо относитесь. У кого-то отыграется, что вам нравится этот человек, у других, что вы вместе очень слаженно работаете, сотрудничаете. Может быть, какие-то деловые, да, моменты вас связывают, может, на одной работе. Человека вы точно знаете, и хорошее отношение от вас идет. Вы думаете об этом человеке максимально позитивно, но вам и в голову не приходило, что этот человек в вас влюблен. Так мастерски скрывает свои чувства, так мастерски прячет свой влюбленный взгляд. Он как-то научился даже смотреть, знаете, будто бы он Камбала, да, вот у него глаза как-то вроде смотрят в одну точку, а на самом деле смотрят на вас. Часто очень вами этот мужчина любуется. В моменты, когда вы рядышком находитесь, он просто вот умиляется, сидит такой довольный, счастливый. И прям девочки медитируют во Вселенную, что, о боже, эта женщина, это просто чудо, как же я в нее влюблен, как мне хорошо с ней. Да, вот такие моменты происходят. Вы давно нравитесь этому мужчине, можно даже сказать, что вот в момент, когда вы познакомились, вот был вот этот щелчок, была вот эта искра. Долго, конечно, эта искра тлела, но, поверьте, уже разгорелась в приличный такой себе костерчик. Да, чувства есть и чувства сильные. Кроме вас, он никаких других женщин не замечает, но при этом есть какая-то женщина рядом. То есть как что-то незавершенное между ними. Может быть, они вместе
Типа встречались, общались, может быть, сожительствовали, может быть, даже у них был брак. Но это все уже как в прошлом, да, вот в прошлом. Они пытаются завершить этот этап. Подумайте, кто в вашем окружении в бракоразводном процессе, либо люди расходятся, да, вот устали друг от друга и не расходятся. Тихо, мирно, спокойно расходятся. Но еще до конца не разошлись, да, что-то еще, какие-то точки их объединяют, связывают, какие-то дела вместе ведут. Вот. Там он эту женщину просто вот как пустое место воспринимает. Вернее, как женщину он воспринимает как пустое место. Да, они могут дружить, да, у них могут быть какие-то общие разговоры, но не более того. Вы единственная женщина сейчас для этого мужчины. Он слишком близко к вам подобрался, и я вам больше скажу, будет подбираться еще ближе. Вот как-то он вас через свою доброту подводит, ну, к отношениям, получается. Да? Он хочет стать для вас очень таким удобным, комфортным, приятным, да, помогающим, выручающим, всегда присутствующим, да, чтобы вы к нему настолько сильно привыкли, чтобы уже без него не справлялись. Вот это его такая идея, это его такой вот хитрый прием, да, как улюбить себя женщину. Вообще он вас побаивается, потому что у вас характер все-таки, вы женщина характерная, вы такая, не прячете свои ни мысли, ни чувства, да, вы можете очень конкретно высказаться, и в принципе за словом в карман не лезете. Нет у вас каких-то шоров, да, запретов. Вы свободная женщина. Вот что на уме, то и на языке. За это вас люди любят и ценят. Но этот мужчина, он, видно, слышит, как вы о других мужчинах отзывались и думает, блин, а вдруг и мне достанется, да? Лучше не пороть горячку, а как-то вот, ну вот по-хитренькому, да, просачиваться в ее жизнь. Вот. Еще вижу, что этот мужчина, он вам то ли звонить будет, то ли писать. Буквально вот сегодня-завтра от него придет, как какие-то слова придут, да, вот вызов придет, звонок, либо напишет вам, там, смс-ку напишет, либо, может, в соцсети вам что-то напишет. То есть он не сможет молчать, да, не сможет, потому что себя он уже на песке показал. Вот здесь четко показано, что именно от него придет. Вот сразу и поймете, о ком речь шла. Хотя, я думаю, вы уже догадались. Ну, потому что вы к нему очень хорошо относитесь, и он такой весь, знаете, услужливый, добренький, покладистый, мягкий, удобный, да, вот вам с ним комфортно общаться. С другими мужчинами как-то напряженка у вас идет, ну, чувствуете напряжение. А вот с этим мужчиной вы вообще так расслабились и вполне себе комфортно общаетесь. Но это он такую атмосферу вам создал. Что этот мужчина от вас хочет? Ну, вас он хочет, любить вас хочет, чтобы вы ему принадлежали, а он принадлежал вам. Пока какой-то конкретики он не показал, да, что вот я там замуж хочу ее взять, хочу там детей от нее нарожать. Нет, он этого не показал. Он просто показал, что вас он именно хочет. Вот его главная цель – это вас, значит, заполучить, добиться. Ну, а потом уже как карта ляжет, понимаете? То есть, ну, мужчина влюбленный, что вы от него ждете? Что он вам тут стратегические планы на 20 лет вперед покажет? Нет, конечно. Он только думает о вас, о том, как обладать вами, как прикасаться к вам, целовать вас, обнимать, называть своей. Вот об этом он сейчас думает, на это он настроен. Знаете, вот мне кажется, что он перед вами откроется, а вы не против будете. Скажете, ой, мой хороший, ты давно мне нравишься, да? Либо о таком мужчине я и мечтала. Вот. Ну, в принципе, вас не будет от него воротить, это 100%. Вот у кого-то, еще раз говорю, симпатия есть. А у кого-то просто вам мужчина нравится как человек, да, вот с ним действительно очень хорошо, спокойно как-то с ним. Вот как надежно, спокойно мне идет. Да, если бы он так сильно вас не боялся, либо если бы он так сильно хорошо вас не знал, может быть, все бы и раньше произошло. Может быть, он знает о вашем прошлом, да, о каких-то моментах, может, на глазах у него происходили, да, какие-то ваши расставания, либо неудачные отношения. И он видел, как вы можете быть, ну, строгой, мягко скажем, строгой. Вот. И он очень боится, что вы к нему это примените. Хотя он повода вам точно давать не будет. Рядышком с вами эта бабочка крутится,
влюбленными глазками на вас смотрит, но прячет свой взгляд, чтобы, не дай бог, да, вы его не послали раньше времени. Очень сильно боится потерять этот контакт, который между вами есть. Для него это, наверное, самое страшное, что вы откажетесь с ним общаться, встречаться, и у него не будет возможности даже к вам подойти. Здесь он прям про характер ваш показывает, что характер не сахарный, да? Сама вы мед для мужчин, ну а характер у вас жесткий. Умеете за себя постоять, и с вами не заиграешь, да, вот как-то так вы себя поставили, такая вот железная леди мне идет. И еще, мои хорошие, вот как прошлые неудачи, какой-то еще мужчина из прошлого, о котором вы часто думаете, вспоминаете, как никак не можете из головы выбросить, ни из головы, ни из сердца, кто-то из вашего прошлого, как-то сильно вас задел, зацепил. Но у вас с ним как не получилось, мне идет. А вы думаете, вот как так, да, вроде чувствую к нему что-то, не могу словами объяснить, что, и забыть его не могу. Но мне вообще идет, что он ваша родная душа. То есть это не значит, что вы должны быть вместе. Да? Вы в прошлых воплощениях с этим мужчиной были в родстве. То есть, возможно, вы были мама и сын, либо отец и дочь, либо брат и сестра, да, вот что-то родное. И вы вот это родное перепутали с любовью, да, поэтому у вас отношения не получились. Вот. Вы попробуйте с этим мужчиной дружить. Поверьте, вы как друзья будете идеальны. А забыть не можете, потому что души родные друг друга вспомнили, к друг другу просятся. Да, вы прошлую жизнь, скорее всего, вместе прожили, именно в родстве, причем в очень тесном родстве. Это не какое-то там, да, люди разбежались по жизни, хоть они родственники, но они не общаются. Нет, в вашем случае вы прям всю жизнь вместе прожили. Мне так идет. Вот. Да, родная душа, но это не ваш человек по судьбе. А тянет, и забыть не можете, потому что душа помнит, душа просит контакта. Попробуйте дружить. Вот не любить, а именно дружить. Как друзья вы будете просто идеальны. И даже отыграются роли, как было в прошлом, да, в прошлом воплощении. То есть, если вы были брат и сестра, то вы действительно в этой жизни тоже можете прожить как брат и сестра. То есть, любя друг друга как брат и сестра платонически, друг друга будете по жизни и понимать, и слышать, и помогать. Вот, хороший такой знак на самом деле. Это вам объяснение, потому что вижу, что кто-то из вас мучается, да, и всякие мысли разные в голову лезут, правильно? Все, мы это развеяли с вами. Вы просто родные души. Так, и еще. Тут с какими-то делами вам помощь скоро потребуется. Действительно потребуется помощь. И помощь эту вот этот мужчина вам будет предлагать. Вот не могу сказать, может быть, от вас узнает, может быть, случайно подслушает. Но вот он вам будет предлагать свою помощь. И если вы согласитесь, вы его призовете, позовете, разрешите вам помочь, то вижу, что это событие вас очень сильно сблизит. То есть это проблема, да, либо трудность, она вас очень сильно сблизит. Здесь как дороги на отношения, они открыты. Вот единственная загвоздка вот этому мужчине смелости набраться. Либо вам, если вы понимаете, о ком речь, либо вот просто засекаете сегодня, либо завтра. Этот человек вам будет писать, либо звонок от этого человека будет. Вы можете ситуацию тоже взять в свои руки. Да, если мужчина нравится как мужчина, и вы такая, я не против. Да, просто сами делаете первый шаг, облегчаете, значит, ему работу, и он будет очень вам и благодарен, и счастлив от этого. И, конечно же, у вас все быстрее гораздо пойдет. Вот. А то, что у него там женщина какая-то, вы на нее внимания не обращаете, она вам не соперница, и там уже у них все потухло. Давным-давно потухло. И не вы причина, не вы, абсолютно не вы, себя тоже не вините. И вот вижу, что вас и никто винить в этом не будет. То есть они уже решили задолго до момента, когда вы там встретились, познакомились, да, либо он в вас влюбился, они уже решили, что они не будут вместе. То есть друг другу они не подходят. Вот помех тут тоже у вас не будет. Так что, мои хорошие, либо вы уже узнали, либо буквально сегодня-завтра вы узнаете, чье сердце вы похитили, кто у вас влюблен. Хороший мужчина влюблен, неплохой. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.